Тема лекции о важности перевода крымско-татарских сказок на языки других народов. Сказки крымско-татарские переводиться начали очень рано. Я говорила уже о переводах Кандараки, которые мы не можем оценить, мы не знаем исходного текста. Наиболее ценный и значимый перевод крымско-татарских сказок – это 1936 год «Алупка». Сборник, который переиздавался тысячными, а может быть даже миллионными уже тиражами и в наше время, и даже в 50-е годы, насколько мне известно. Сборник хорошо иллюстрированный, 22 сказки и 3 легенды в этом сборнике. Его межнациональную значимость трудно переоценить. Он сыграл свою роль, большую роль в деле ознакомления с крымско-татарской культурой всего населения Советского Союза. Я думаю, не было человека, который бы не купил этот маленький сборничек, когда приезжал отдыхать в Крым. Поэтому по этим сказкам, по сути дела, знали о нас, знали о крымских татарах. Предисловие очень серьезного исследователя Сергея Коцюбинского тоже сыграло свою роль. Он там систематизирует сказки, дает характеристику кидаям, кстати, даны портреты этих кидаев. Мы должны просто быть благодарными за этот перевод, за это издание. В высокопрофессиональном издании я могла бы выделить 2 недостатка. Первый недостаток – это так называемое одомашнивание материала русской культуре. Вот, например, одна из сказок заканчивается, и он повел ее под венец. Вроде бы правильно. Он женился на ней, по сути дела, да? Но в татарской культуре нет слова «венец», нет венчания. Есть никах, есть той. Вот уже один недостаток, он не очень ярко выражен, но он все-таки встречается. Второй существенный недостаток. Крымско-татарские сказки очень лаконичные, очень акварельные. Они не пышные по своему стилю. Нет нагнетения, нанизывания определений. Нет изощренных таких красивостей при обращении, например, к падишаху или к хану. К сожалению, переводчики почему-то решили избрать стиль арабских сказок «Тысячи и одной ночи». И вот стиль в алупкинском переводе 1936 года стиль совершенно не передан. Хотя это не обязательное требование передачи стиля народных сказок. Встречаются очень интересные и ценные переводы на украинский язык, естественно. Крымская республика была в составе Украины. И есть сборники Нузет Умера, Крым-татар халық масаллары и на украинском языке. Но, к сожалению, я не знаю, переводчик, очень уважаемый человек, Кононенко, инициалы, уж я не помню, Кононенко, его, оказывается, уже нет в живых, но я сейчас только обратила внимание на эти переводы. К сожалению, он, переводя, очень сильно изменял. Например, вот тоже одомашнивание. Подали на стол не каша-гаш, а вареники. Ну, в татарской сказке вареники вводить, вот это вот есть. Дальше есть нарушение даже в сюжете. Не простой перевод, а как бы заново создание сказки. Мне кажется, и я думаю, со мной многие специалисты согласятся, этого делать нельзя. Татарская сказка должна переводиться, если не слово в слово, то максимально приближена к крымско-татарской реальности. Конечно, это очень трудно. Я вот даже когда читаю турецкие сейчас сказки на русском языке, написано «мужик пошел дальше».
Ну, турецкий мужчина, он не мужик все-таки. Мужик у нас же, особенно в сказках, ассоциируется с русским или украинским, даже не с украинским, именно с русским. Потому что там тоже уже был бы или хлопец там, или что-то. Даже слово «деревня», «ао» переводится как «деревня». Деревня – это значит деревянное строение. Не всегда в Крыму дома были деревянные. Очень странно, что в довоенных переводах встречается «сакля» название в переводе. По-крымско-татарски дом ни разу не называется «сакля». Почему-то в русском варианте называется «сакля», то есть в подражании кавказским народам. Этим нужно заниматься, но для чего нужно вообще переводить сказки? Переводить сказки очень трудно. В этом мы убедились, когда готовились к изданию чудесного Чарыка, вот, который вышел в 2012 году в Москве. Переводить сказки очень трудно. Для чего это нужно? Во-первых, для Крыма почему нужно? Для Крыма нужно 3 государственных языка, пусть крымско-татарские сказки зазвучат на 2 других государственных языках. Мы будем это приветствовать. Почему? Потому что чтение на русском языке и на украинском языке наших сказок расскажет о нас, крымских татарах, очень многие вещи. И о наших обычаях, представлениях о жизни, о наших мифологических персонажах, о наших волшебных крылатых или не крылатых конях, о наших занятиях наших предков. Переводы сближают культуры. Переводы помогают понять нам друг друга. Вот не случайно Пушкин говорил: переводчики – почтовые лошади просвещения. Потому что переводчик рассказывает на языке другого народа о своем народе. И таким образом тот, кто читает или слушает уже сказку другого народа на своем языке, он становится более просвещенным. Чем больше ты знаешь историй сказочных из других культур, из других национальных традиций, тем ты больше знаешь о мире в целом. Конечно, ценность любого перевода зависит от ответственности переводчика. Крымско-татарские сказки ждут своего перевода на языки соседних народов, на английский язык, они начинают переводиться. Это очень трудный процесс, но я думаю, что с ним можно справиться, и это нужно для процветания нашей культуры и известности о нашей культуре во всем мире.